сегодня у нас проводится всероссийский турнир по боевому самбо и спортивному самбо, посвященный памяти Александра Рыжикова, а также сотрудникам спецподразделений, которые погибли при исполнении боевых задач. Конечно, самбо у нас в республике также развивается. У нас занимается по самбо более 1000 человек. Но сегодня вот приехали из Монголии, отмечу, да, но, к сожалению, некоторые близлежащие регионы не приехали, потому что параллельно тоже проводится ряд всероссийских тоже мероприятий, соревнований, которые с выполнением мастерских норм. Это тоже повлияло на географию участия в данном соревновании, но тем не менее Минспорта Республики Саха-Якутия, также Федерация самбо Республики Саха-Якутия намерены раскрутить данный всероссийский турнир памяти наших героев, героев России, Александра Рыжикова, да, которые погибли при выполнении боевых задач. Ну и сам самбо — это благородный вид спорта, скажем. Самбо это является на сегодняшний день признанным Олимпийским комитетом. Да и надеемся, что самбо тоже будет продвигаться и попасть в олимпийскую программу Олимпийских игр. Жаль, что некоторые тренера не подставляют свои команды на такой уровне соревнований, как всероссийский турнир. Вот. Поэтому у нас команда было очень мало. Поэтому жалко, что участники были мало. А так турнир каждый год у нас еще лучше и лучше станет. Поэтому хотим, чтобы следующий год турнир наш в памяти героя России Рыжикова, чтобы были участники больше 100-200 человек. Бид одоо энэ самбохийн тэмцээнд Монголоос 14 тамирчин 2 дасгалжуулагчтай ирсэн. Якут улсад бол анх удаага ирж үзэж байна. Якут бол одоо биднэрт бол маш их таалагдсан. Байгаль цаг агаар хамгийн сайхан байсан. Тэмцээн ер нь их өрсөлдөөнтэй сайхан боллоо. Манай хүүхдүүд одоо 5 алтан медаль авлаа. Ер нь яг бид нар анх удаага ирж орж байна. Тэгээд дараастаа ер нь яг энэ уламжлалт болоод ингээд жил болгон болдог тэмцээн юм байна. Цаашдаас ирж оролцох сонирхолтой байгаа. Тэгээд өшөө олон хүүхэд оролцоод өшөө их өргөн дэлгэр болоод одоо өрсөлдөөнтэй сайхан болох байх.
В этот раз, конечно, была проведена определенная работа федерации, и судей прибавилось. Я хочу сказать, что отсудили очень спокойно, качественно, все на достаточно высоком уровне. Также мне понравилось и то, что команды по возможности приехали, хотя вот тоже какие-то проблемы, но народу на самом деле, думал, будет больше. И в боевом самбо, если боевое самбо взять, то, например, я думаю, это связано со СВО, то, что многие спортсмены там находятся и не участвуют в соревнованиях, то думал, что по спортивному будет побольше народу. К сожалению, многие клубы не приняли участие, даже местные, насколько я знаю, клубы, они почему-то не стали участвовать, не знаю это уж почему это произошло. А так все прошло на высоком уровне, я считаю, что мне очень понравилось все. Не останавливаться, продолжать обязательно, чтобы турнир жил, процветал. Я надеюсь, что все-таки его когда-нибудь сделают мастерским турниром, тогда наверняка народу будет побольше, схватки будут поинтереснее. И все будет, я думаю, здорово. Федерации огромное спасибо за гостеприимство, за все. Было, на самом деле, очень все здорово. Вот и закончились наши соревнования на призы Героя Российской Федерации Рыжикова по боевому и спортивному самбо. Первый день у нас действительно было 7 команд. Мы, конечно, ожидали большего, но в связи с тем, что именно городская федерация именно не выставила команды, сожалеем об этом, что действительно их не хватало. Конечно, хотелось, чтобы приехало больше команд, но в связи с проведением боевых действий очень много ребят просто не смогли приехать. Но тем не менее соревнования состоялись, прошли успешно, травм нету. По спортивному самбо действительно у нас 7 регионов, 7 районов, то есть, поэтому соревнования прошли, все хорошо. Спасибо всем, кто принял в этом участие, спонсорам, попечительскому совету, Федерации самбо Республики, непосредственно спасибо организаторам, спасибо Триумфу, которые благодаря Министерству спорта, которые организовали, дали нам возможность провести это мероприятие. По боевому самбо мы действительно провели по 5 весовым категориям, где действительно лучшие ребята будут готовиться на турнир «Пограничник», который пройдет в Хабаровске в октябре. И в целом могу сказать, что самбо есть, развивается. И я думаю, что благодаря таким турнирам, которые сегодня есть, непосредственно Герой Рыжикова, который турнир всероссийской категории, самбо будет, самбо есть. И наша команда действительно достойно выступит на дальнейших соревнованиях, которые будут проходить на зоне Дальнего Востока. И также в России. Поэтому еще раз всем большое спасибо. Занимайтесь самбо, любите свою родину, повышайте свое духовное и физическое состояние. И все будет.